Дмитрию Медведеву презентовали крупный инвестиционный проект по глубокой переработке зерна в Башкортостане. Построить завод планируется близ Стерлитамака. Встреча Ради Хабирова с премьер-министром правительства России состоялась на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. И сегодня же было подписано соглашение, которое позволит республике втрое увеличить количество стран-импортеров башкирского зерна. В столичном ВДНХ работает моя коллега Альбина Хайруллина, и сейчас она на прямой связи. Альбина, здравствуй. Какие перспективы у регионального АПК? Да, Альфия, здравствуй. Несмотря на поздний вечер, залы столичного ВДНХ именно здесь по традиции развернулась «Золотая осень», полны посетителей. Что-то дегустируют, покупают, заключают соглашения, звучит громкая музыка, наверняка вы ее тоже слышите, развлекают как могут. Тут развернулась экспозиция новейших разработок агропромышленного комплекса, технологии, причудливые сельхозмашины, ценник на которые в разы превышает стоимость элитных внедорожников. Ну и, конечно, вкуснейшая продукция из регионов. За моей спиной, кстати, развернулся выставочный стенд Башкортостана. Отмечу, он расположен на красной линии, а на импровизированных прилавках рай для гурманов. Сыры, мед, колбасные изделия, толкан, медовуха с маркировкой «Сделано в Башкортостане». Я знаю, у вас это очень большая территория, много фабрик. Я, кстати, впервые посетил фабрику в прошлом году, в шестом, наверное. С экспозицией республики ознакомился премьер-министр правительства Дмитрий Медведев. Главе российского Кабмина Ради Хабиров презентовал крупный проект в части глубокой переработки фуражного зерна. То, что ранее шло на свалку, будет приносить деньги, при этом неплохие деньги. А это свой дешевый глицерин, глютен, крахмал. Завод построят в Стерлитамакском районе. Доложил Дмитрий Анатольевич о том, что вот мы уже себя обеспечили продуктами, и нам нужна переработка, первая глубокая переработка. Я ему доложил о том проекте, который мы сейчас разрабатываем и готовимся к инвестиционному основанию. Это проект глубокой переработки зерна, то есть это переработка зерна таким образом, чтобы продукт переработки использовался в химической промышленности. А у нас химическая промышленность, как вы знаете, в республике довольно хорошо развита. В своем интервью глава региона отметил, что республика нацелена увеличить и переработку молока. Согласно сентябрьскому указу, до 2024 года объем товарного молока должен достичь 1 200 000 тонн против нынешних 700 000. Интерес бизнеса уже есть. Главное, чтобы была поддержка местных властей. До некоторых глав достучаться пока не удалось. Они по-прежнему вставляют палки в колеса, отметил Ради Хабиров. Поведав случай, когда инвестору, готовому вложить в завод почти 1 миллиард рублей, сразу два муниципалитета полгода не могли предоставить участок под различными предлогами. В приоритете АПК и наращивание экспорта. Так, сегодня было подписано соглашение между правительством региона и объединенной зерновой компанией. Это крупнейший трейдер зернового рынка. Документ позволит увеличить количество партнеров, импортеров башкирского зерна втрое. Если в прошлом году мы поставляли в 15 стран мира, то у нас задача довести эту цифру к 2024 году до 50 стран мира. Поэтому мы возьмем очень большой охват. Но это работа железной дорогой, это работа с крупными баржами, это работа по перевалке с крупными кораблями. Поэтому нам нужны соглашения и партнерства с крупными операторами зернового рынка. На следующей неделе баржа, способная загрузить 3000 тонн зерна для отправки в Иран, заедет в порт Агидель, а в ближайшей перспективе ожидается строительство крупных распределительных узлов. А это уже башкирский проект умной теплицы, управлять которой можно лежа на диване, как и инкубатором. Он позволит разводить цыплят даже городским жителям. Нужен лишь смартфон и выход в интернет. Впервые в истории своей наработки на серьезном форуме представляют школьники, и уже у них есть бизнес-предложение. Даже если я куда-то в другое место совсем уеду, то есть в любую точку мира, в которой есть интернет, то я смогу управлять этим самым инкубатором. Повернуть лоток с яйцами, изменить температуру, влажность. Стоит отметить, что сельхозпродукция регионов впервые в рамках «Золотой осени» представлена не только в залах ВДНХ, но и на Красной площади. Прямо под стенами Кремля развернулась настоящая агродеревня, превратившая брусчатку площади в поля и рощи с настоящими сеновалами, магазинами, где представлена в том числе и башкирская продукция. Выставка будет работать до 13 числа включительно. Ну а мы поспешим на площадь. Коллеги. Спасибо, Альбина. На прямой связи из Москвы была моя коллега Альбина Хайруллина.